Подготовка альтернативных отчетов по соблюдению прав человека в Республике Молдова – так назывался тренинг, прошедший на днях в Камрате, который организовал Информационный центр по правам человека Республики Молдова. Заместитель директора центра Екатерина Балан отметила, что это мероприятие посвящено написанию альтернативных отчетов о том, как Молдова выполняет свои обязательства в области соблюдения прав человека. Мы пытаемся в рамках нашего проекта, который мы реализуем при поддержке программы развития ООН и Управления Верховного комиссара по правам человека, мы пытаемся научить привлечь гражданское общество, непосредственно людей, права которых нарушаются, к процессу написания альтернативных отчетов. Таким образом, у нас будет возможность получить информацию о нарушениях прав человека из первых рук, и эта информация будет более достоверная, более весомая в Совете по правам человека в ООН. В работе тренинга приняли участие разные социальные группы лингвистических, этнокультурных меньшинств Юга Молдовы. Участники мероприятия отметили важность обсуждаемых тем и обозначенных проблем, которые они хотели бы отразить в альтернативном отчете по соблюдению прав нацменьшинств. Все мы знаем свои права, мы знаем, что всеобщая декларация прав человека – это для всех людей, но, к сожалению, все равно есть моменты, которые, наверное, где-то есть нарушение прав человека. И вот, допустим, возьмем, давайте наше маленькое село Ферапонтьевка. Вот у нас какая-то проблема, которая еще до сих пор не решена. Но считаем, что она должна быть решена. Могла бы отразить в отчете одну из важных проблем, которая существует на сегодняшний день и которая касается всего района Тараклия. В 2013 году был инициирован законопроект о придании статуса национально-культурного района Тараклия, но до сих пор этот вопрос висит в воздухе. Сегодня уже 16-й год, и, как вы знаете, уже вступил в силу закон о децентрализации. Есть высокая вероятность того, что район Тараклия могут ликвидировать. Так как там проживает очень много национальностей, для нас это очень важно, чтобы люди могли сохранить свои традиции, обычаи, свою культуру, свою самобытность. Хотелось бы, чтобы наши фамилии, наша антропонимика была на гагаузском языке, конечно, для желающих. Конечно, для желающих. У меня, например, имя написано в молдавском паспорте Гуллу. Нету точек. А Каранфил у меня с Капой, потому что у меня переводили с английского языка. То есть и пошло у меня Каранфил с Капой. А в моей метрике написано Джаранфил с буквой молдавской К. И я вот пыталась это подправить, исправить, и у меня не получилось. Я начала этот процесс, у меня процесс остался наполовинку, то есть я его не завершила. И вот еще одна дискриминация. Ну вот такого рода дискриминации встречается наш народ. Собранная от гражданского общества информация обрабатывается Информационным центром по правам человека в Молдове и отражается в отчете, который будет направлен как альтернативный в ООН по соблюдению в Республике Молдова свобод и прав человека.